Особое место в ежегодном послании Народному собранию главы Ингушетии заняла сфера здравоохранения. Оказание высококвалифицированной медицинской помощи является важным направлением в развитии здоровой нации. Этому способствует открытие в регионе целого ряда объектов здравоохранения. Развитие здравоохранения занимает стратегически важную позицию и в майских указах президента России. Индира Манкиева с подробностями. Новые майские указы Путина некоторые СМИ сравнивают с теми, что были подписаны в 2012 году. Касаемо здравоохранения, новый документ отличается тем, что изменились качественные показатели. Власти все так же нацелены на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности. Так, Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году, к 30-му до 80 лет, снизить объем вредных выбросов в городах, а новому Кабмину нужно будет обеспечить снижение показателей смертности трудоспособного населения и снизить младенческую смертность и оптимизировать работу медицинских организаций. Правительству предстоит к 2024 году увеличить объем экспорта и медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017, а это $1 миллиард в год. Назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперед. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России. Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество. Одна из основных среди обозначенных задач – увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Так, в июне прошлого года в республике был открыт перинатальный центр. Здесь функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, оснащен современными высокочастотными аппаратами, которых в республике до сих пор не было. С момента запуска центра ингушские медики сумели снизить младенческую смертность почти в 2 раза. Уже в госпитальных условиях проведено лечение или прошли лечение более 10 тысяч пациентов, 2500 родов у нас прошло, около 800 проведено операций, из них операции, которые мы сделали новорожденным нашим ребятишкам, их около 40. А 27 мая прошлого года при участии вице-премьера Ольги Голодец состоялось открытие важнейшего для Ингушетии медучреждения детской республиканской клинической больницы. Новый 5-этажный объект расположен рядом с перинатальным центром на Сыркорте. Здание построено по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие» на 2010-2016 годы. В торжественной церемонии также приняли участие министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава региона Юнусбек Евкуров. В сегодняшнем мире все зависит и от рук врачей, но и от той техники и технологии, которые есть в его распоряжении. Здесь очень много молодых докторов, очень много тех ребят, которые еще только учатся, и даже есть подрастающее поколение, которые, как нам кажется, хотят быть врачами. И это замечательно, потому что здоровье нации – это самый главный показатель уровня жизни населения. Вам желаю профессионального роста, счастья, ну и, конечно, чтобы всегда наши дети были здоровы и приходили к нам только для профилактики. Ну а если все-таки понадобится помощь, я уверен, что вы, такой профессиональный коллектив, сделаете все от вас зависящее, используя современные технологии для того, чтобы или вернуть, или восстановить здоровье, или же поддержать его. В этой больнице, конечно, будет работать тот персонал, который работал в районах, в городских больницах. Там мы высвобождаем помещения. Я вас всех поздравляю и убедительно прошу, еще раз прошу. Просто будьте самыми хорошими. Договорились? Надеюсь. Спасибо. Больница рассчитана на 200 обычных коек плюс 15 реанимационных. На первом этаже ДРКБ разместились сразу 3 отделения – приемная, травматологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Этажом выше – лор-отделение и детская хирургия. Здесь, по последнему слову техники, оборудованы 1 большая и 2 малые операционные. На входе в каждую из них установили бесконтактные двери для стерильности, чтобы после обработки рук специальным раствором не касаться стен и других предметов. Дальше мы не будем проходить. Почему? Потому что у нас там зона стерильности, там у нас материал уже готовый, стерильный на операционную.
Поэтому подготовлены на сутки стабильно, то есть при больших, может быть, массово, да, поступлениях где-то готов на сутки. У нас есть, в принципе, и аккумуляторы находятся в самом аппарате, и у нас есть бесперебойного питания станция. Поэтому максимально, то есть если будет какая-то катастрофа, выключат свет, мы сможем дальше оперировать. С момента открытия центра фтизиопульмонологии уже почти год. Однако за этот период врачи успели провести больше 100 операций. И это не считая тех оперативных вмешательств, которые проводились ими в этой области ранее. Немного позже в Приво открыли и онкологический диспансер. Первое, чем может похвастаться новая лечебница, это современное и многофункциональное оборудование, аналогов которому нет на Северном Кавказе. Здесь можно проводить химиотерапию, оперативные вмешательства, а также лучевую терапию, благодаря чему ингушские врачи повысили выявляемость недуга на ранней стадии, что в свою очередь влияет на снижение смертности из-за запущенных форм заболевания. Сегодня мы подаем новый документ в рамках подготовки к этой программе, и многие позиции по оснащению диспансера, по строительству корпусов нами уже реализованы. В этом смысле можно говорить, что мы в какой-то мере опередили реализацию пунктов той самой национальной программы по борьбе с злокачественным образованием. Мы находимся на самом низком месте по смертности, то есть общая смертность у нас ниже, чем в других регионах. Это тоже проводимая работа по диспансеризации населения, внедрению высокотехнологичной медицинской помощи. Это нам дает в эту копилку свой позитивный результат, и на сегодняшний день эти результаты у нас ежегодно улучшаются. В Ингушетии созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Это объекты стратегического значения. Допустим, перинатальный центр – это учреждение 3-го уровня, детская республиканская больница – учреждение 3-го уровня, онкологический диспансер – учреждение тоже 3-го уровня. И то, что мы на сегодняшний день можем оказать трехуровневую медицинскую помощь нашему населению, конечно же, стало возможным благодаря тому, что построено, оснащено современным оборудованием. Ну а касаемо того, что к концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает 80 лет, в своем послании к Народному собранию глава Ингушетии отметил, что республика лидирует в этом направлении. Показатель продолжительности жизни в регионе составил 81, и как раз повышение уровня качества оказываемой медицинской помощи и сыграло в этом деле особую роль. Индира Манкиева, Мадина Пугоева, Новости 24.